Мои дорогие, доброе утро. Ирзик Хилшин, с вами снова Лейла. А сегодня и бабушка, прабабушка, получается, внучка, правнучка моя. Приехали вчера еще ко мне. Сегодня будем заниматься делами. Я вам чуть попозже расскажу. А сейчас вам покажу, как прабабушка нянчится с внуком. Ирзик Хилшин, дедик Хилшин, мерши Лейлалш. Модер баргем гулшин, шайдизла беркат халшин, везендел, вакандел, содаги хасук, телефон молтухчин, дал саламашал волшин, мершлилшин. Дай Бог, чтоб все живы, здоровы были, чтоб никогда никто не страдал, чтоб никогда никто не плакал, не переживал. Дай Бог всем здоровья. Большое спасибо, что передаете привет, вспоминаете меня. Очень-очень довольна. Большое-большое спасибо. Дал. Ты любишь, когда правнук приезжает, да? Ну, правнучка есть. Любимый ветиха? Любимый ветиха? Это самый-самый любимый из всех правнуков. Это самый-самый-самый дорогой. Самый-самый хороший. Так, разбудили мы Мухаммеда. Аишка, привет. Это кто у тебя? Как зовут твою куколку, Аишка? Хахукуль. Амаллохи, халакейл, наоборот, халеи. Хамарёсик, хамарён. Подними. Вот она. Как ее зовут? Как зовут? Цифицинха. Мухаммед тоже хочет. Амина Аис? Аишка, это Амина кукла твоя, да? Передай привет тете. Привет, Ал. Привет, Ал. Вот, все, Аишка, привет. Привет, ой, умничка. Ну, пойдем на кухню, теперь твою мамочку будем показывать. Нельзя. Нам не разрешают его показывать. Не. Так, ну вот, друзья, с бабушкой мы поздоровались. Многие просили, чтобы я ее вам показала. Она как раз очень любит, когда приезжают правнуки, нянчится с Мухаммедом. Мухаммед вообще ее любимчик. Она бы на минуту его Мадине бы не отдала. И вообще Мадине говорит, если бы хотя бы лет 5 тому назад, то я бы даже не дала бы тебе его отдавать няньке. Потому что Мадина, не знаю, против меня, моей воли, конечно, я очень недовольна, но хочет выйти, даже не хочет выйти на работу, а уже практически вышла на работу. Нашла мальчику няньку. Аишка будет в детском садике, государственном садике, место ей нашли. Рядом с домом, где они живут, правда, удачно. По субботам Аишка уже будет у меня, это тоже для меня большая радость. Ну, не знаю, посмотрим, как потянет ребенок, очень капризный, и какая нянька за него возьмется, я не знаю. Вот так вот, друзья, они приехали сегодня, вернее, не сегодня, они приехали вчера еще, привезли мне торт. Вот после этих слов я поставлю этот тортик, чтобы вы увидели. Так, друзья. Тут мне нежданчиком приехали мои внуки снова с дочкой, привезли мне торт на 20 тысяч моих зрителей. У меня уже почти 22, они мне на 20 тысяч принесли, да, торт? Мы же не виноваты, что у тебя так быстро подписчики капают. Мы зарплаты не дождались, чтобы букет цветов купить. Аишка сейчас сама все сожрет. Аишка, какой момент финя? Вы, друзья, извините, я не буду показываться, они приехали поздно. Я тут без хиджаба посуду мыла, убиралась. И вот что мне Аишка сама приготовила. Говорит, мамку попросила. Ну, говори, мамка, что она хотела. Как у меня не азини? Ух ты! Подарок, да, Иш? То есть подарки не мама. Коробку сама притащила с балкона. Вот. Ну, спасибо, мамина внучка, спасибо. Ну, этот торт они хотели, чтобы на 20-тысячных подписчиков меня поздравить, вернее, не именно этот торт, они вообще хотели все дети собраться вместе и устроить какой-то праздник, но Танзила в больнице, и как-то, когда один отсутствует из них, они не захотели. Когда все вместе снова соберутся, мы отметим, может быть, уже и 30-тысячных подписчиков, пока мы все соберемся, надеюсь, с вашей помощью.
Вот так вот, друзья. Мадина приехала сделать себе заморозки, потому что, как я сказала, она выходит на работу, и я ей посоветовала все-таки, давай ты сделаешь себе какие-то заморозки, заготовки, чтобы в течение недельки тебе там было легче что готовить, потому что все-таки 2 детей, пока одного няньке отдаст, пока одну садик отдаст, потом пока их снова опять соберет, поработает. Все-таки, не знаю, я очень недовольна, что она выходит на работу, но... Ну так, и что у меня сегодня тоже много работы. Я еще не сделала джем из алычи, потому что вот вчера я его перетерла, но не успела его сделать. Сейчас я сделаю джем из алычи, пока Мадина будет себе лепить манты. У меня еще много чего. И прежде чем сейчас что-то делать, я хочу из морозилки достала, помните, я только сегодня вспомнила, делала ревизию, это мы пюре, картошку в пюре сделали, пюре из картошки превратили, хотела сказать. Ну, заходи, ничего. Сделали пюре для вареников для Мадины. Ты фаршировать хочешь? Так, Мухаммед, мы разбудили, между прочим, Мухаммеда с этой... Так, передай, поздоровайся с моими подписчиками. Как они меня видят? Вот тут вот. Всем привет, как Аишка говорит. Так, значит, я нашла у себя в морозилке, друзья, черемшу, которую я замораживала. Совсем про нее забыла. И сегодня вот пока Мадина тут, наверное, будем делать вареники с черемшой. И заодно посмотрим. Мне говорили, что она может горчить. Посмотрим, будет ли она и горчить или нет. Просто мне потом многие сказали, после того, как я сделала заморозку, что черемшу надо было немного пробланшировать, чтобы она потом не была очень острой. Ну, посмотрим. Запах прям как будто бы свежей черемши. Я никогда не замораживала, в этом году первый раз, друзья. Поэтому будем знать, как нужно замораживать и будет ли она очень острая. Ну, аромат прекрасный. Ну, она пока немножко вот подтает. А я займусь, наверное... и я хочу, знаете, что сделать? Вчера я варила для нас уточку с курочкой на обед. Так, он что, не сделал мне этот? Дверцу не сделал еще? У меня сломалась эта дверца. Так, посмотри, что там видно, что я снимаю, что... Я не вижу ничего, Не видно. Так, и вчера на обед отварила курочку, уточку. Куриный бульон мы все поели, а утиный остался. Я сразу же вчера же сделала борщ и поставила его в холодильник, чтобы мне сегодня было проще как бы. Вот он унес ящик вместе с этой моей щеточкой, пришлось рукой. И на обед все-таки надо приготовить, а если я сейчас что-то начну делать, потом не хочется отрываться на обед как бы. И хочу, помните, у меня еще была, кто со мной давно, помните, я замораживала уточек и гусей, друзья. Замораживала их уже, здесь же видно, что я показываю, посмотри в камеру. Видно, до чайника все видно. До чайника все видно. Помните, я замораживала, я начала уже готовить, а потом думаю, давай-ка я расскажу тоже. Вот, замораживала уточку, уже маринованную, замариновала его и замораживала. Теперь ее нужно просто вот завязать в пакет. У меня просто нет, фольги. В тот раз, когда делала заказы, всю фольгу использовала. Но рукав тоже годится. Вот. Дело в том, что мясо мы вчера съели, что курочку, что уточку. А борщ, Мадина говорит, а что, нельзя просто борщ? Я говорю, мужчины с работы придут, какой борщ без чего-то. Так что будем запекать. Включила я электрическую духовку, поставила ее под навесом, чтобы не было так жарко. Значит, сейчас мы ее проткнем в нескольких местах. Пакетик, да. Нет. Почему? Сначала так на конце булочку закус. Он собственно все хочет, сочно. Он и так будет. Я всегда так протыкаю. Я сразу протыкаю. Так, между прочим, ты вытащила вещи из стиральной машины? Пожалуйста, вывеси. Это Танзилины вещи.
Она просила, чтобы я их хотя бы к обеду к ней донесла, принесла. Я уже забываю русский язык от того, что мне уже многие пишут, что я хорошо говорю на русском, но иногда словарный мой запас просто заканчивается, и я много делаю ошибок, так что извините, друзья. Так, друзья, думала, что снимаю, оказывается, нет. Значит так, алыча у меня прокипела, вы знаете, что алыча у меня была перезревшая немножко. И вот так вот она стекла уже, вода от нее стекла. Я начала уже, как видите, перетирать вот так вот. Желтой алычи у меня мало, красной чуть-чуть побольше. Вот так вот перетрем ее, чтобы косточки и кожура осталась как бы в этом ситечке, друшлаке, как его назвать. Вот так вот. Делаю перчатки специально, потому что... Так, теперь из красной алычи тоже, не из красной, а красную алычу перетрем. Итак, вот, друзья, я перетерла, значит, красную алычу и желтую алычу. Желтой, как видите, мало, но ничего, сколько получится. А дальше мы будем добавлять сахар, и я вам покажу, что к чему. Так, друзья, значит, повидло я решила делать в сковороде, в двух сковородах, даже красное в одной, желтое в другой. Мадина, подай мне ложку. Можно даже лопатку подай лучше. Так, значит, у меня тут килограмм уже прокрученной алычи, друзья. На килограмм я буду ложить полкилограмма сахара. Сахар я тоже взвесила. Перемешаю. И все. Что можно? Можно. Так. Посмотри, Мадина, видно там, печка видна, сковорода видна. Ну все, сейчас начнет кипеть, я вам покажу. Короче, вот так вот. Ну, где-то минут 30-40 оно должно повариться. Все. Тут раз. Так, и вот, друзья, сахар перемешался. Начнется кипеть. После закипания, ну, полчаса, минут 40. Будем смотреть по той густоте, по какой нам нужно. Ну и точно так же повидло из алычи уже побольше в сковороду. Просто у меня нет тазиков, к сожалению, в котором... Но мне нравится даже варенье, которое варенье, повидло, все сделано вот этих вот в сковородах. Так, значит, это повидло уже начало кипеть. Так, а тут у меня 3 килограмма уже вот готового, как бы, джема. Ну, заготовки этой. Сюда я положу 1,5 килограмма сахара. Дух, это ж почему? Ну, оставишь здесь лишнее. Говорит, что заморозки для нее будет слишком много, потому что холодильник маленький. Ничего, положи у меня, оставишь, потом заберешь, когда хочешь, когда тебе надо будет. У меня морозильник почти там уже половина, по-моему. Ревизию я сделала, там уже потихонечку уток. Заканчиваю гусей. Вот так вот я сейчас хорошенечко перемешаю. Короче, друзья, получается, у нас такой сегодня влог, болтаем. Ну, как будто бы вы действительно у нас в гостях. Мне одна подписчица написала, я смотрю ваш влог, и мне кажется, как будто бы я у вас в гостях и с вами пью чай. Так что вот сегодняшний влог будет у меня в гостях, как бы. У меня в гостях внуки. А, да. А там тортика осталась одна это. Так, почему-то одна алыча целая. Да, если бы хорошо было бы, если приезжали подписчики, пили бы чай вместе, да? Или меня приглашали бы на чай куда-нибудь.
Ну, сейчас, да, я бы хотела, чтобы меня пригласили, потому что я уже устала как-то. Не то, что устала, но немного хотела бы обстановку свою сменить, посидеть у кого-то в гостях. Все, теперь эту сковороду тоже поставим на огонь. А? Аиша, да, ну так, ну более-менее, потому что обычно она не сразу же, но сегодня еще ничего. Вчера приехала, была в настроении. Вы прям удивились даже. Так, до сих пор у нас петухи кукарекали. И сейчас кукарекают, а сегодня утята еще. Так, Аишка, Аиша, принеси маме еще лопаточку, принеси. Или мама лопаточка, ба? Халяба. Иди принеси лопаточку, мама. А то там красный джем, здесь желтый будет. Все, вот так вот, друзья. Сейчас немножко покипит, я вам потом покажу. Вот лопаточка перед тобой. Так. Мадина тут манты себе лепит. А ну-ка, как у тебя там с формой? Удачно? Нормально вроде бы. Ну да ладно, дома кушать. А? Ну да ладно, говорит, дома кушать, какая разница. Не, дома тоже надо красиво кушать. Кстати, у меня мантоварки нет, мне в сковороде придется. У тебя мантоварки нет? Я их обычно в сковородке готовлю. Я заказала мантоварку в группе. Для себя? Ну, я заказывала для кого-то, но ладно. Кто это? Кто-то. Ладно, пока я подарю тебе, другому потом. Кто это? Кто-то. Так, сейчас я посуду помою. И мне надо банки помыть и заниматься огурцами. У меня 10 банок соленых огурцов, заказ такой. Нужно сделать. Пока варится джем, перемою баночки. Так, ну вот, друзья, видите, хоть я и прокалывала, но все равно вздулся пузыречек. А Мадина говорила, не надо прокалывать, он бы лопнул. Вот так, почти зажарилась уточка. Чуть-чуть попозже я разверну, чтобы была корочка получилась. Так, друзья, брызгалось мое варенье, вернее, джем очень сильно, и оно уже все сварилось. Теперь мы будем разливать его по банкам. Также сварилась из желтой алычи. Я вам сейчас покажу. Сейчас это выключу. Ой, зацепилась. Так, и вот, друзья, я специально охладила. Видите, вот какой густоты получился джем. Это из желтой алычи. И вот так вот из красной. То же самое. Я его налила чуть-чуть пораньше и остудила. Очень вкусный, очень ароматный. Кисло. А? Пироги когда будут? Что когда будет? Пироги когда будут? Пироги? Ну, чуть попозже пироги. Сейчас пока время заготовок. Пироги чуть-чуть попозже. Жарко еще пироги печь. Вот так вот, друзья. Сейчас я по баночкам. Баночки я налила кипяченой воды. Крышки тоже отдельно в кипятке ошпарила и накрыла. И они вот теперь немножко парятся. Обычно я так делаю, когда не надо так прям вот сильно, чтобы были обязательно как бы стерилизованные банки. Заодно помыла себе банки для огурцов на засолку. И теперь разолью джем и начну засаливать огурцы. Так, ну вот, друзья, подспорье из моего огорода, как бы капусту такую нарвала для Мадины на голубцы. Пошла рвать, а потом увидела, что у меня уже сиреневая вот такая вот хорошая капуста, красивая. Сейчас буду делать салатик с уточкой, да, с борщом, как бы. Борщ поставила разогревать. Везде у меня брызги от джема, который варился, потому что сковорода была маленькая, а джема в ней было много. Так, сейчас быстренько сделаем салатик из капусты. Так, у нас тут на кухне работа кипит как бы. Мадина манты уже слепила. Нельзя вообще это мясо даже глотать. Не, ты что, с ума сошла? Сырое мясо. Так.
нельзя? Голыми руками. А, ну да. Так. Мне надо еще сегодня одну курочку зарезать. В холодильнике искала, курочки нету. Тензили на бульон. Но только к вечеру успею. Сейчас их к обеду покормлю их. Так. Объезжать, я вспомнила, что у меня есть такой нож, который режет капусту. Тут нам Аишка всем хочет помочь. И мне, и бабушке Мухаммеда покачать. Бежит сразу, когда он плачет. И своей маме пельмени лепить. Полчаса плакала от лука. Эта капуста даже руки окрашивает. Видите, сиреневый цвет. А сочная такая, вкусная. Нет, я не смотрела. Я не смотрела, я снимаю. Ты там показывала, они тесто кладут, и этот аппарат сразу вот как кружки тебе выдают. А, для пельменей? Ой. Надо будет эти банки убрать с вареньем. Теперь я хочу в салатик добавить вот этих вот 2 огурца. Это просто так вот импровизировано. Вчера я тоже вот, когда курочку с уточкой сварила на обед, у меня оставалась капуста. После чего? А, после борща. Думаю, если я его положу в холодильник, капуста лежать будет вот так вот долго, потому что борщ я варю очень редко. Мы не очень-то уважаем борщ как бы. И сделала салатик. И тоже добавила просто, что у меня есть. Болгарский, огурчик, морковочку. Из обычной капусты. Вчера поели за милую душу, сразу одну такую чашку закончили мальчики. И тензили я в больницу отправила. Ну и сейчас, почему бы и нет, та же самая капуста. Сейчас быстро сделаем на обед, а тензили, наверное, новую я сделала, потому что когда стоит, этот салат все-таки невкусный бывает. Добавила соевого соуса. Пельмени чуть потолще, да? Чуть-чуть, да, чем манты. Эшка не дождалась своего обеда, села с торт чай. Ну, борщ же горячий, борщ ей отдай. Что за торт? Не надо было торт показывать ребенку до еды. Ты вчера это сделала. Зато она после торта отварила. Ей вообще не нужен этот торт. Я его для себя вытащила неделю. Тебе он тем более не нужен. Так, теперь вот болгарский перчик. Аишка, хози торт. Вкусный торт? Да? Голову. Да. Вкусный, да? Да. Если бы не вкусный, он бы, наверное, оставался от целого торта ничего. Ничего, осталось. Да, торт был вкусный, Мишка на севере. А эти там свежие были, прям чувствовалось. Просто разные, свежие. Салат наш будет как бы светофор. Сиреневый, красный, желтый, зеленый. Так, в реалити было бы хорошо, если бы был зеленый лучок. Так, но его нету. Пельмени большие. Есть еще одна такая поменьше. Они слишком большие. Только не там. Там даже не ищи. Вот второй ящик.
Так, ну немножко вот так вот его помну и добавлю. А так вот зеленый бы хорошо. Нашла? Так, дай мне тряпочку, дай. На, то бери все. Она там не будет. Будет? Ну вот это средняя, слишком маленькая, тебе будет долго для нее. Так, что значит не светофор, а радуга у нас салат. Сейчас я эти баночки уберу, чтобы мне не мешали. Так, друзья, я поперчила, посолила. Значит, добавим сюда еще немножко зелени. Зелень оставлю. И теперь вот такой вот, очень мне понравился этот соус соевый. Ну, сколько? Я обычно на глаз делаю, ну, 2-3 ложки. Вчера нам очень понравился этот салатик. И также растительного масла 2-3 ложки. Можно немножко и сахарку сюда добавить. Он как-то балансирует вкус, сахар, соль, все вместе. И все вот тщательно перемешать. Хотела добавить зеленый горошек, но не буду открывать банку. Я что-то не знаю. Или открывать ее. А, да, ну давай тогда откроем, добавим. Хотя как раз и к вечеру надо тензиль. Так, ну вот уточка моя тоже запеклась. Сейчас я ее переложу и нарежу. Аишка, иди, уточка. Будешь уточку есть? Будешь? Не будешь? Мясо не будешь, ел? Не будешь мясо кушать? Смотри, какая уточка. Мадина, дай, чтобы... ها حدش высуши, пожалуйста. Уточка прожарилась. Пахнет ароматно. Уточка. Так, друзья, уточка для себя, поэтому без всяких перчаток, без ничего, вы уж меня извините. Так, ну вот, друзья мои, уже ждут обед. Аишку Мадина немножечко поругала, та закапризничала совсем. Вот такая вот запеченная уточка в соевом соусе, вчерашний борщ и салат тоже из капусты с огурчиком, тоже с соевым соусом. Вот так вот, друзья, наш сегодняшний обед. Так, ну, друзья, мы уже пообедали, все сделали, посуду не помыли. Но Мадина решила продолжить свои пельмени, а я сейчас помою посуду. Просмотрела снятые свои кусочки. Сейчас я без микрофона, но надеемся, будет слушно микрофон в той комнате. Сейчас я этот ролик оставлю, чтобы Ибрагим не смонтировал. На этом сегодняшний влог мы закончим. Потому что мне сейчас нужно и курочкой заниматься, и огурчики солить, ну много чего. Все равно в один ролик, в один влог это все не войдет. На этом мы свой сегодняшний, может быть дальше продолжение будет второй серии, как бы. Одну пельменьку слепила, да? И Мадине тоже вечером надо ехать домой.
Ну вот как-то так, друзья. На этом я свой влог закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. И хочу вас еще раз поблагодарить за ваши прекраснейшие комментарии, хотела сказать подписки. Ну и подписки, конечно. Видите, сегодня я оговариваюсь. Наверное, вы меня сглазили, говоря, что я хорошо говорю на русском языке. Сегодня очень много оговорок, неправильно произнесенных слов. Ну, если что, вы меня извините. Я вас всех очень люблю.